Определение горизонтов и перспектив развития ЕАЭС, выявление резервов для поступательного устойчивого развития в эпоху глобальных трансформаций. Эта тема стала главной на пленарной сессии президентов стран ЕАЭС на полях Евразийского экономического форума. Развитие ЕАЭС – это не изолированный процесс каждого государства Союза в отдельности, а взаимодополняющее явление, зависящее от всех участников объединения, отметил президент Садыр Джапаров. Внешний натиск на любое из государств-членов не может рассматриваться в отрыве от всего Союза или от какого-то государства-члена. В связи с этим нам необходимо работать слаженно и усилить координацию наших действий. Немаловажным является и продвижение идеи евразийства не только на территории Союза, но и в партнерских интеграционных объединениях. Идею евразийства продолжил президент России. Владимир Путин напомнил о проекте, который обсуждается уже несколько лет – «Большая Евразия». Он предусматривает расширение ЕАЭС за счет вступления новых членов из числа постсоветских стран, зоны свободной торговли между ЕАЭС и третьими странами, углубление экономической кооперации между Европейским Союзом и ЕАЭС, проект сопряжения ЕАЭС и китайского экономического пояса «Шелкового пути». Со стороны российского президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции. Здесь мы можем говорить о проекте Китайской Народной Республики «Один путь, один пояс», так же как и о других странах, которые реально высказывают интерес присоединиться к процессам интеграции на евразийском пространстве. Беларусь, в свою очередь, уверена, в нынешних реалиях ЕАЭС должен реализовать весь свой научно-технический, производственный и кадровый потенциал. Экономический союз был создан в свое время удачно, своевременно, и то, что он сейчас в состоянии отвечать на новые вызовы времени, это свидетельство того, что мы заложили хороший фундамент в развитии союза. Президент Садыр Джапаров, в свою очередь, отметил одну из острейших проблем, которая мешает эффективному устойчивому развитию нашей интеграции, являются барьеры. Завтра на заседании Высшего совета ЕАЭС нам предоставят доклад по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза. Я предварительно ознакомился с информацией, предоставленной комиссией. Считаю, что нам необходимо пересмотреть механизмы борьбы с этим явлением, как барьеры. Думаю, нам надо подумать, как расширить полномочия нашего наднационального органа комиссии. При этом считаю также правильным пересмотреть роль суда ЕАЭС в этом процессе. Здесь мы можем прибегнуть к международному опыту. В современных условиях ЕАЭС нужна собственная валютно-кредитная система, укрепление производства, усиление его планирования. Наступила эпоха изменений в геополитическом и геоэкономическом мировом пространстве. Мы все помним положительный опыт планирования в форме пятилеток в советское время. Думаю, для этого нашей интеграции необходимы полноценные институты развития, способные определить новые приоритеты и перспективы развития нашего Союза, разработать эффективные программы и проекты, а также эффективные инструменты и механизмы их реализации. ЕАЭС нужен свежий взгляд, поэтому Кыргызстан инициирует создание молодежного евразийского форума. Кыргызская республика выступила с инициативой о ежегодном проведении Евразийского молодежного форума. Тем самым мы бы представили площадку для нашего молодого поколения, для обмена мнениями по вопросам нашей интеграции, видению экономического развития нашего Союза. При этом заложили бы прочный фундамент для продвижения идей евразийской интеграции и в будущем. Если оценивать нынешнее состояние интеграции в рамках Союза, то рост ВВП ЕАЭС по итогам 2021 года составил 4,6%. Объем взаимной торговли вырос на 32%. Объем товарооборота Кыргызстана со странами ЕАЭС вырос вовсе на 40% в сравнении с январем-декабрем 2020 года. А по итогам первого квартала
на 21%. Но интеграция – это не только экономика, поэтому на форуме прозвучало предложение организовать Евразийскую кинопремию, которая укрепит евразийский кинематограф, прививающий истинные человеческие ценности, которые укрепят и государства-члены Союза, и их экономику. Екатерина Такамбаева, Нурдан Крыбеков, «Пирамида».